Уважаемые друзья, мы рады приветствовать российскую делегацию на нашей гостеприимной Харьковской земле. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз хочу поблагодарить вас за ваш приезд в Кыргызскую республику с государственным визитом. В рамках вашего визита мы провели содержательные и продуктивные переговоры. Они охватили все сферы двустороннего взаимодействия. Еще раз отмечу, что при вашем личном участии и поддержке наше сотрудничество вышло на качественно высокий уровень, приобретает активную динамику. Ваш государственный визит, несомненно, это яркое историческое событие в кыргызско-российских отношениях. Уважаемые представители средств массовой информации, только что завершились кыргызско-российские переговоры на высшем уровне. Отмечу, что встречи и переговоры в ходе государственного визита президента России Владимира Владимировича Путина прошли в духе взаимного доверия и понимания. Мы подписали внушительный пакет двусторонних соглашений. Они отвечают интересам обоих государств и призваны вывести наши взаимоотношения на новый качественный уровень. Уверен, что их реализация принесет много пользы народам двух стран. На переговорах стороны выразили заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества между нашими странами. В духе стратегического партнерства мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. В рамках союзных отношений вместе будем действовать для обеспечения региональной безопасности. Сегодня мы договорились провести в 2020 году год Кыргызской Республики России и Российской Федерации в Кыргызстане. Эти мероприятия станут весомым вкладом в укрепление нашего стратегического союзничества. Мы также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, рассмотрели вопросы нашего взаимодействия, в том числе в рамках таких региональных организаций, как ОДКБ и ШОС. Как вы знаете, в нынешнем году Кыргызстан является председателем этих организаций. Мы проведем здесь в Бишкеке очередные заседания глав государств. У нас состоялся предметный разговор по углублению торгово-экономических связей, в том числе в Евразийском экономическом союзе. Отрадно, что устойчивость объем товарооборота, объем поступления прямых иностранных инвестиций России составил 123 миллиона долларов, по сравнению с 2017 годом это на 25% больше. Мы особое внимание уделили устранению барьеров торговли. Обе стороны заинтересованы создавать благоприятные условия для сотрудничества в сельском хозяйстве. Это увеличит объем поставок продукции агропромышленного комплекса Кыргызстана на российский рынок. Мы детально обсудили продвижение совместных инфраструктурных проектов в сферах транспорта, железных дорог, энергетики и промышленной кооперации. Кыргызская страна затронула вопросы создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания трудовой деятельности граждан двух стран, в том числе с учетом членства Евразес. Сегодня завершается работа 8-й Кыргызско-российской межрегиональной конференции. Для нас актуально привлечение российских инвестиций, создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. По итогам конференции будет подписан ряд межрегиональных соглашений, контрактов в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Надеемся, что прямые контакты между регионами и бизнес-структурами наших стран будут расширяться. Не обошли стороной культурно-гуманитарную сферу, продолжаем крепнуть связи в сфере образования, подготовки кадров и молодежной политики. Вчера в Бишкеке успешно прошел первый форум ректоров вузов Кыргызстана и России. Наш совместный проект Кыргызско-Российско-Славянский университет имени Бориса Николаевича Ельцина является одним из флагманов вузов Кыргызстана с 20-летней историей. Сейчас в Российской Федерации обучается свыше 15 тысяч студентов из Кыргызстана. Убежден, что они вернутся на родину достойными специалистами и внесут весомый вклад в развитие Кыргызстана. Мы очень дорожим уникальным багажом наших духовных связей. Они основаны на общей истории наших народов. Еще раз отмечу, что русский язык был, есть и будет
официальным языком Кыргызской Республики. Мы этому вопросу придаем важное государственное значение. Уважаемые друзья, Российская Федерация – наш близкий, надежный и верный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Мы признаем ее ведущую роль в укреплении всеобщей безопасности, в решении глобальных и региональных проблем. Всегда радуемся успехам России. Мы последовательно продолжим активный курс на укрепление кыргызско-российской дружбы. Дай Бог мира, благополучия и успехов народам Кыргызстана и России. Благодарю за внимание.